Здравствуйте, я Иванова Марина Николаевна, мастер центра ремесел, мастер по росписи. Сегодня мы с вами будем делать закладочку, такую незамысловатую. Сегодня будем учиться рисовать на ткани. Для этого нам понадобится, значит, вот такую я сделала заготовочку. Это черная льняная ткань, которая я обтянула и внутрь туда вложила картоночку, сделала такой вот хвостик, чтобы удобно было в книжке ее найти, и набросала мелом вот такой вот рисунок. В итоге у нас должны получиться вот такие вот, я сделала две яркие закладочки. Вот. Акрил нам нужен для того, чтобы воплотить нашу идею. И акрил чем хорош? Тем, что он на ткани ложится и быстренько засыхает. Вот. Понадобятся кисточки разных размеров, в том числе несколько плоских кисточек, небольшой кусочек ткани для того, чтобы лишнюю воду убрать, и водоэмульсионная краска для того, чтобы сделать основу для нашего рисунка. Ну вот и приступаем. Значит, я возьму еще небольшой кусочек бумаги для того, чтобы как бы своего рода была палитра такая, вот, где можно попробовать краску и, если нужно, подмешать ее. Значит, вот водоэмульсионка. Она такая достаточно густая. Вот. В идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы ткань была очень плотно натянута, но здесь за счет картонки она не даст пропитаться и проступить на другой край или другую сторону нашей закладки. Вот. Ну, такими мазками я наношу водоэмульсионку прямо по контуру нашего рисунка. Вот. Можно использовать для такой техники или для такого рода закладочек, например, и трафареты. Можно использовать и шаблоны. Но мне нравится больше техника свободной кистевой росписи. Вот. Я приготовила еще и фен. Это для того, чтобы немножечко быстрее шел процесс, подсушить ту же водоэмульсионку и даже акрил. Он быстрее будет засыхать. Вот. Сейчас весь рисунок мы проходимся водоэмульсионкой. Вот. Такие быстро сохнущие краски, как акрил и водоэмульсионка, тем хороши, что их можно подправлять, исправлять какие-то ошибки и в то же время идти дальше, потому что они подсыхают там, где были нанесены ранее. Вот так вот аккуратненько, медленно проходимся по всем моментам. Ну, еще хотелось бы сказать, что всегда лучше начинать с крупных элементов нашего рисунка. Вот. Потом все меньше и меньше. И самые мелкие детали, я думаю, что их вообще можно даже водоэмульсионкой не проходиться, а просто в конце акрилом один раз или два раза для яркости. Вообще для чего нужна водоэмульсионка? Для того, чтобы краска ложилась не на ткань и не пропитывалась, а для того, чтобы еще было поярче. Потому что всегда здесь такой момент присутствует, что все-таки ткань, она впитывает все, что на водной основе, то, что вот у нас тут кисточка и воду макается, оно все туда уходит. Ну, вот мы один раз прошлись водоэмульсионкой. Она, конечно, еще сырая, поэтому с помощью фена я ее подсушу. Она становится более
пройтись, если надо, уже как бы для закрепления, для большей яркости. Ну, вот так она чуть-чуть поярче стала. Ну что, чуть-чуть я ее еще обновлю. Так. Ну, вот уже подсушенная работа. Начало есть, основа для нашего рисунка уже готова. Здесь я сделала такой стилизованный цветочек, по паре листиков с двух сторон и еще маленькие бутончики. Такой простой, незамысловатый по композиции рисунок. Вот. И сейчас я хочу его сделать уже в цвете. Для этого я возьму, допустим, начнем с листиков, ну, с крупных таких достаточно элементов. Вот. Краску акриловую себе как положу немножечко, чтобы лишний раз не открывать банку, потому что акрил он сохнет быстро. Вот. И поэтому надо его использовать по максимуму, и все закрытое. Вот. Ну, вот возьмем поменьше кисточку и начнем уже прокрашивать. То, что вот белым цветом было, теперь у нас уже становится более ярко. Вот. Ну, своего рода такая раскрашка. Теперь раскрашиваем. Вот. Потом можно будет сделать и прожилочки в листиках, и контур обвести, сделать его светлее, интереснее, вроде как объемнее, можно сказать. Вот. Чем хорошо такие небольшие работы делать, тем, что их можно, ну, крутить в руках, вот, поворачивать и прокрашивать так, как удобно держать. Потому что всегда лучше линия ложится сверху вниз, поэтому я ее переворачиваю. Ну вот, листики у нас готовы. Я специально накапала себе разных цветов, сделала такую палитрочку. Те цвета, которые я буду сейчас использовать. Их немного, и по объему их немного. Вот, и можно их сейчас подмешивать и красить. Значит, вот я возьму беленький, мешаю и сделаю первые уже мазки для цветочков. Специально замесы не делаю для того, чтобы был такой вот естественный, как бы нечеткие цвета, такие немножечко с оттенками. Оттенки можно потом сделать еще и плоской кисточкой. Вот. Основа номер 2 готова у нас. Теперь у нас есть цвет. Этот цвет мы будем уже украшать разными оттенками. Для этого я беру уже плоскую кисточку и краешек этой кисточки набираю белый цвет или темнее, смотря что я буду сейчас делать. Я, конечно, сейчас осветлю немножко. Ну вот я, например, буду осветлять край листиков. Можно просто обвести беленьким тоненькой кисточкой, но мне нравится с плоской кисточкой. Потом можно будет сделать прожилочки. Я стараюсь вот эти светлые места делать как своего рода сверху, как будто там больше света падает сверху, поэтому светлее эта часть. Краска уже высохла, поэтому она не должна цепляться. Вот.
делает такой сразу плоской кисточкой. Хорошо рисовать тем, что она делает растяжечку. Четкого края нету. Ну вот, я прошлась белой краской плоской кисточкой, сделала такую небольшую оживку. Теперь можно более мелкие детали делать и украшать всякими усиками, веточками. Ну, те же прожилочки в листиках. Опять же, поворачиваем как удобно. Ну, удобно получается снизу. Как только добавляется больше мелких деталей, сразу рисунок оживает. Сразу становится такой интереснее. Сейчас все цветочки обретут стебли. Все станет на свои места. Так, ну вот я добавила немножечко, обвела штришочками прожилочки, сделала верхушечки. И мы приближаемся к завершающему моменту. Делаем уже веточки, садим все на веточки. Вот. И все они у нас будут теперь соединяться. Это, естественно, надо делать по тем местам, где уже были отмечены вот мелом, как я вот сначала говорила. Вот. Пока что такими легкими движениями. Потом можно будет все веточки обвести. Получится такая закладочка. Ну вот уже совсем мы близко к завершению. Значит, контуром специальным, тоже он засыхает как акрил. Я украшу последние элементы наших цветочков. Наставлю здесь вот точечки. Они тоже засохнут. И будет цветочек такой веселее. Один, второй и третий. Ну, пускай они тут так разлетятся. Такая у нас получилась закладочка. Надо подождать немножечко, чтобы она высохла, или подсушить ее феном. И в нашей коллекции уже